Лендишсем, хизепле ханазем, ялиш. Сирепурниде паянгрума, пиде хавас. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Всех нас собрало вместе знаменательное событие, которого мы все так долго ждали, который стал драгоценным подарком для жителей Синьяйского сельского поселения Чебоксарского района. Мы с вами являемся свидетелями рождения новой современной модельной библиотеки. Библиотеки нового поколения. Мы очень рады и горды, что именно в нашем Чебоксарском районе в рамках национального проекта «Культура» открывается в селе Синьялы уже третья библиотека нового поколения. Здрасте, здрасте. С праздником! Наводим планшет или смартфон с настроенной программой и смотрим, как же работает сердце. Кроме такой книги, в библиотеке можно ознакомиться с историей, с планетой Земля, конечно, с космосом и многое другое. Виртуальный шлем сможет отправить читателя в любую точку мира. В библиотеке появились брайлевские издания. Хайсень влетем вали, тулы илден арчах вараща. Сыновьям и внукам оставляет полные сундуки золота. А я оставляю им смысл священных книг. Те ней была сатечеш, те приады. Аллака урлыгашны жук, сылты муре аллахушине пульчи теші. Кувара хана кирсе білгереттеші. Матушки зеванучи, эпе бара, ирлама юрададым. Ну, что касается нас, мы, конечно, очень рады Министерству культуры, что у жителей на селе появляются вот такие возможности. К примеру, в городе Чебоксары пока у нас не так много библиотек, которые прошли перезагрузку и получили вот такие уникальные возможности, как для взрослых, так и для детей.
Радует, что вы сохраняете свою культуру, свои традиции, что вы делаете так много для того, чтобы ваши дети изучали чуварскую вышивку. Радует, что здесь создан для людей всех различных, что здесь созданы такие благоприятные условия для людей различных категорий. Во-первых, для людей, у которых ограничены возможности со зрением. Есть специальные книги, есть специальные программы для того, чтобы и они имели доступ к русской классике, к чуварской классике. Радует, что сюда можно приходить не только для того, чтобы читать книги, но и воспользоваться возможностями интернет-ресурсов. И госуслуги тоже доступны жителям Синерского поселения благодаря тому, что здесь появилось новое оборудование. И я хочу, конечно, отметить, что в этом году в республике открывается 7 модельных библиотек. Если в 2020 году их было 4, то в этом году 3. И мы очень значительный объем средств получили именно во втором полугодии из Резервного фонда правительства России на открытие 5 модельных библиотек. Вот вчера открылась модельная библиотека в Мариинском Посадском районе. Это детская библиотека, она пока единственная у нас по программе «Библиотека нового поколения», как детская открыта. Мы в ближайшие дни открываем библиотеку в Баликово, в Урнарах и в Канарском районе. Всего у нас будет 11. Заявки мы в Министерстве культуры также отправляем, поэтому готовы поддержать и рассмотреть еще заявки от Чебоксарского района. Если здание под площадкой готово, то мы готовы поддержать, направить заявку в Министерство культуры России. Самое главное сейчас сделать все возможное, чтобы здесь было интересно детям, чтобы приходили мамы с малышами, а действительно уникальные книги, приходили классные руководители со своими детьми, чтобы они приводили сюда детей, и чтобы дети потом оставались и стали любителями прежде всего чтения. Поздравляю вас с праздником, с открытием новой библиотеки, с наступающим Новым годом, и пусть в Синьярском сельском поселении будет много-много читателей, чтобы вы всегда были флагманом в развитии своего района и популяризации чтения как русской, зарубежной, так и чуварской литературы. Спасибо вам еще раз. Спасибо.
Администрации Чебоксарского района Николая Евгеньевича Харасева. Грубо хизепле Светлана Анатольевна. Шинялда Бурнагачинзем, Кильна Ханазем. Добрый день, Светлана Анатольевна, уважаемые жители, проживающие в селе Синьяло, приглашенные гости. Я, конечно, тоже всех вас поздравляю с таким замечательным праздником. С днем рождения нашей новой библиотеки. И, конечно, сразу хочу выразить слова благодарности, Светлана Анатольевна, вам за поддержку. Потому что иногда бывает, что у нас есть много проектов, много движений, но результата у нас, конечно, нету. А здесь, в данной ситуации, вы поставили задачу, мы это поняли. И благодаря нашим работникам, Галине Львовне, Екатерине Валерьевне и других наших, скажем так, работающих людей в Чебоксарском районе, ну и в администрации там, может быть, мое маленькое участие какое-то было, наверное, но в основном, благодаря вам, у нас есть такие библиотеки. Уже сказали, что у нас таких библиотек 3. В прошлом году Кшаушев открыли, в этом году Атлашева открыли, сейчас Синьялов. Наверное, будем дальше думать, находить здания. Ну, будем работать в этом направлении, если Светлана Анатольевна сказали, что такие библиотеки есть, будут возможны дальше. Но сразу хочу попросить не только библиотеки, нам и клубы нужны, Светлана Анатольевна. У нас здесь не только, наверное, можно приходить там, читать или что-то просто прийти и встретиться, поговорить по душам, да, тоже. Это же тоже такой момент. Поэтому у нас всех это сближает, сдружает, скажем так. Вот в одно время мы что-то как-то все разошлись, как непонятно, не слышали друг друга, наверное. Вот эти моменты нас будут сближать, и мы, как бы, скажем так, все вместе, одной командой будем стараться понимать друг друга и работать, двигаться вперед во благо нашего Чебоксарского района и, конечно, Чувашской Республики, Российской Федерации. Хочу всех, пока у микрофона, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем, конечно же, в таких непростых ситуациях сейчас здоровья, самое главное, чтобы никто не болел. И все такие проблемные вещи остались в старом году, в новом году. Еще раз повторяю, было здоровье, удачи, везение, любовь, там, благополучие финансовое и так далее, много приятных вещей. Всех наступающим праздником, еще совершенно сегодняшним праздником, днем рождения нашей библиотеки. Ну, наверное, если говорить про культуру, я должен сказать, я влюблен в культуру с рождения. Потому что моя мама всю жизнь проработала в библиотеке, у нее 2 записи. 41 год, принята на работу и уволена в связи с выходом на пенсию. Параллельно рожала, училась, все так симметрично все это происходило. Но и вот сегодня то, что я увидел, во-первых, я хочу выразить слова благодарности, понятно, нашему президенту России, то, что в свое время были инициированы его указы направления национальных проектов, да, и вот сегодня конкретно мы видим реализацию национального проекта направления культура, и знаю Светлану Анатольевну, она так, человек генеджайзер, очень активна. Я думаю, есть у нас с вами, если мы вовремя будем ориентироваться, да, вот надо сказать, Светлана Анатольевна, Чебоксарский район, он единственный район, который никогда не прекращал вкладывать финансовые средства в культуру. Да, я вот помню, когда был депутатом районного собрания, музей «Бичурин. Современность» Маргарита Яковлевна, вот она тогда в буквальном смысле выносила мозги князю Анатолию Пантелеймоновичу, главе района, что оно должно выделить первые 50 миллионов, все это начиналось. А сегодня все это сохраняется, приумножается, и строительство клубов, то, что за счет бюджета Чебоксарского района всегда шло, но здесь Светлана Анатольевна обещала нам, что поможет поддерживать, что культура в Чебоксарском районе так сильная, она будет еще сильнее, потому что творческие личности. И здесь ведь надо сказать еще, что Чебоксарский район уникален тем, что все вот эти хоровые коллективы, которые есть, они сохранены и приумножаются. То есть в каждом сельском поселении сегодня можно похвастаться своими творческими людьми, которые передают с поколения в поколение, значит, традиции, которые есть, вышивание, пение, да, и сегодня вот то, что Бичурин наш сказал, что некоторые люди там оставляют богатство, а я, говорит, оставляю книгу ценности духовности, духовно-нравственного воспитания нашего подрастающего поколения, да, и сегодня, когда видишь вот то, что книги, здесь новые компьютеры для людей с ограниченными возможностями, хоккей, я думаю, с Николаем Евгеньевичем мы сейчас играем еще, вспомним наше с вами детство, мечту нашу, да, а сегодня это воплощается, и поэтому, Светлана Анатольевна, спасибо большое вам, дай Бог вам здоровья, ну и я пожелаю нашим работникам культуры, нашим певцам, чтобы вот это то, что
было, есть перезагрузка, то, что по-новому сегодня называется, произошло, чтобы она дальше сохранялась. Но и в конце Новый год, всегда принято желать добрые вещи, да, я вам пожелаю, чтобы, во-первых, в ваших семьях было спокойствие, счастья, понимания, любви. А вот в любви рождаются хорошие дети. Семья она рядом, садик есть, школа есть, теперь библиотека, все в комплекте, поэтому я пожелаю, чтобы Синявское поселение, как и весь Чебоксарский район, вместе с Чувашской республикой, она развивалась здоровыми, красивыми людьми. Спасибо большое вам всем. Позвольте мне от нашего коллектива, от меня, поздравить вас с замечательным праздником сегодня. Это ваш день рождения вашей библиотеки, новоселье вашей библиотеки. И пожелать вам, конечно, только хороших творческих успехов. Я представляю состояние детей и подростков, когда они вот все войдут сегодня в эту библиотеку. Вы посмотрите, какие возможности. Вот на самом деле могли ли бы мечтать лет, вот, например, 10 назад, да, что когда-то будет здесь такой замечательный фонд, такие интересные издания, интересные компьютерные игры, интересные вообще книги. Я сегодня спрашиваю, говорю, как вы скомплектовались, Светлана Анатольевна, вот 300 новых книг они буквально на днях получили, 300 новых книг для этой библиотеки. Книги из разных федеральных московских издательств, отраслевая литература. И, конечно, это будет только привлекать все население вашего села. Здесь дети, наверное, не будут вообще выходить из библиотеки. Подростки, видите, они уже здесь. Взрослые будут приходить, потому что замечательные условия. Посмотрите, какой уют, какая мебель новая, как здесь тепло, как здесь светло. И, конечно, вот это очень-очень привлекает всех в библиотеку. Вообще, Чебоксарский район в республике самый большой район по количеству библиотек. Здесь 39 библиотек. И поэтому вот 3-я библиотека – это еще не предел. Здесь, я так надеюсь, потому что есть большие поселения, где вот, уже требуются библиотеки нового типа. Поэтому только успехов, здоровья и, конечно же, вот таких помыслов, таких добрых, светлых, и, конечно, развития библиотек этого района. Ну, на новоселье, наверное, не ходят с пустыми руками. Я с удовольствием хочу подарить вам, уважаемый заведующий, комплект новых, просто замечательных книг. Последнее издание Чувашского книжного издательства. Вот. Поэтому пусть всегда библиотека живет, процветает и развивается. Ну и с новым наступающим годом еще раз здоровья всем и творческих порывов. Спасибо. 3000 книг, не 300, чуть-чуть приговорились. Поэтому фонд обновился вообще колоссально. Спасибо. Спасибо. Библиотека всегда рада своим верным и преданным читателям, социальным партнерам. Приглашаем жителей села Синьяла Ирину Леонидовну Андрееву. Сейчас представлюсь. Добрый день, очень приятно находиться в стенах нашей библиотеки. Она так преобразилась, так украшена. Действительно, это волшебство в преддверии такого прекрасного праздника, как Новый год. Хотим выразить огромную благодарность нашему главе республики, Министерству культуры в лице Светланы Анатольевны, нашей администрации Чебоксарского района. Огромное спасибо. У нас дети так с удовольствием хотели в эту библиотеку, и не только, даже пенсионеры, все возраста с удовольствием ходили, а тут теперь будут бегом бежать. Поэтому мы хотим вам выразить огромную благодарность за то, что вы вложили столько много. Мы надеемся, мы не надеемся, мы обещаем, что мы оправдаем, что вы в нас вкладываете. Огромное спасибо хочется сказать Татьяне Владимировне, заведующей библиотеки. Она всех всегда поддержит и выслушает, и книжку нужную предложит, и словом нас поддерживает. Поэтому спасибо вам большое, процветания. Очень много сделано. Я тоже хочу от имени культуры, от сельского дома культуры, я заведующей еще являюсь,
маленький подарок тоже. В гости друг к другу без подарка не ходим. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, радости. Всегда будьте на позитиве. Всех благ.